Ну, основное тоже внимание привлекает этот шкаф с экспонатами, которыми отец Арби пользовался непосредственно даже в лагере. Мы знаем, что заключенным в лагерях, в тюрьмах, особенно в камерах, даже железную пуговицу не имеют, снимают пуговицу. А смотрите, чем он пользовался, будучи уже там, в тюрьме. Даже серебряная чайная ложка для заварки, часы, зажигалка, бритвенный прибор, чехол из крокодила. Точно так же инструменты музыкальные, на которых Арби играл, оказывается. Бывшие с ними заключенные, очень много этих свидетелей, есть у него фотографии, и в своих воспоминаниях говорили о том. Я тоже удивлялся, как же Арби в тюрьмах разрешали иметь вот такие вещи, струнные инструменты. Даже уже на поселении трехстволку, ружье, завод, 3 кольца. Как это могло? Они говорят: Эдик, ты, наверное, не поймешь. Арби был единодушно, единогласно избран старшим среди заключенных Северного Кавказа. Хотя он среди нас был самым молодым. Ему было всего 29 лет тогда. А ему, значит, так положено. Мало того, что само вот это руководство лагерей уважительно относились к нему. Они свидетельствуют о том, что ни раз Арби не бывал ни в кандалах, ни в наручниках. Он всегда был свободным по лагерю, даже назначали его писарем. Обычно, когда прибывали с материка большая партия заключенных, до 3000 человек, на пароходе и на пристани встречали их хозяева, скажем, лагерей, тюрем, чтобы отбирать своих профессий или каким-то образом. И обычно их учетчиком, скажем, писарем, который делал регистрацию прибывающих, среди начальников за столом сидел и Арби. Я из уст самого Солженицына, я был у Солженицына в приеме, они с отцом сидели в тюрьме, руководство лагерей разделяли людей уже в пристани, когда прибывал с материка пароход с заключенным, 3000 плотных, здоровых людей, которые невозможно практически прокормить в тюрьмах. У них был отдельный коридор. У интеллигенцев отдельный коридор. У ученых отдельный. Вот когда уже в пристани по лагерям их распределяли, прямо в пристани вот такие коридоры были. И вот этих полных отправляли отдельно. Потом выяснилось, они, не зная сами того, уходили в подвал вечной мерзлоты. Зашел, он оттуда уже не выходит. Ими кормят собак охранники. Ими кормят людей, добавляют пищу. Людьми, да? А? Вот Да, эти полные. Людьми кормили. Он же за сутки уже замерзает, он превращается в лед. Вот Ючин, это уж людей кормили. И об этом Георгий Жонов говорит, тот в 9-й лагере сидел, я этот лагерь тоже знаю. Георгий Жонов воспоминания. Отец, тогда я еще не знал, кто такой Георгий Жонов. Мы с отцом прожили, к сожалению, только 1,5 месяца. За всю жизнь вместе мы прожили только 1,5 месяца. Он с Магадана к Грозу вернулся, а я с Казахстана, с пересылки. Костюм был на отце, когда его арестовали. И ранее сидящие в подвалах ему говорят: Арби и даякли, Салтичин, юхки ты костюм, царь хайокля. Щегр и як да ватша вецеви ошла Арби Джим горячий. И когда Цунг и Бохшволстаг умирал с голода, Арби снял этот костюм и поменял на 7 селедок кильки. 7 кильки ельч. Вишен ты костюм ха якын чоулё чумунча. Вишен дом дат и килькш. Еще мацел воловал чау ночи саган я инцу.
мужчина Калин Харицу. Ицел дюнул дольше, я до последнего времени просто поражаюсь вот этой личности. А потом думаешь, мечи дали. Откуда? Ицел щен тешенбяк бин хичи. Были и другие случаи. Даже тяжело, почти больным, вернувшись с Магадана, уже здесь, на территории республики, он вернулся сюда, в республику, раньше меня на 1 год. Я жил в Жезказгане, закрытый город, это нынешний Байконур. А его первыми же людьми, организаторами организованного возвращения чеченцев, ингушей, с комиссией перевезли с места поселения, даже вывезли в Грозный, Тунте качали до нашей встречи. Я через год только после 10 класса перед армией встретился с ним здесь.